Ну, все-таки тяжело, конечно, вот так вот абстрагироваться, как вы сказали. Мы очень быстро привыкаем к хорошему. К хорошему, да. Вот это такой звонок, который прозвенел, вот это нападение на пост ДПС, это такой звонок и такой символ, чтобы мы не расслаблялись. На самом деле, те, кто мир и мирное существование, это состояние, которое надо поддерживать, и за это надо бороться, как сказать. Каждый день бороться. Каждый день, да, каждый день. И вот я скажу такое громкое словосочетание: геополитические интересы, они никуда не ушли. И мы должны понимать, что Северный Кавказ, он находится как раз-таки на этом пути. Это вот первое, что я хотел сказать, что мирное существование, это то, что, за что надо бороться. И постоянно, это процесс постоянен. Второе, то, что вот вы сейчас сказали, действительно у нас в республике создана система, даже не один-два органа, а целая система вот для тех людей, которые где-то оступились, которые где-то что-то совершили. Да. Или уникальная система, ее в соседних республиках даже нет. Да, сегодня у нас функционирует не только уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия, у нас функционирует и комиссия по адаптации лиц, которые, значит, занималась противоправной деятельностью и решила прекратить эту деятельность. У нас в республике создан Совет по правам человека при главе Республики Ингушетия. И этот совет, он включает в себя так же, как и комиссия, не только представителей, значит, каких-то государственных чиновников. На самом деле в этом совете, значит, чиновников 1-2 и обчелся. В этом совете представлена общественность. А вот в комиссии по адаптации у нас целый блок, и силовой блок представлен, и парламент представлен, и духовенство представлено, и общественность представлена. Поэтому сомневаться в объективности и нежелании вот этих людей помочь тем. Они не ангажированы, да? Да, они не ангажированы, они действительно, вот имеется в виду вот эта система, она нацелена на помощь конкретному человеку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Мы знаем, что любой может оказаться в этой ситуации. И вот очень важно, чтобы это окно возможностей, оно не закрывалось. И мало того, что вот не закрывается, это окно, оно расширяется. То есть создаются дополнительные, значит, такие структуры, которые призваны помочь людям. То, что касается, несколько слов я сказал бы о правах человека. Да. Ведь раньше, вот в начале 2000-х, как вы сказали, мы ведь хорошо все помним, люди зачастую боялись, вот потемнеет на улице, выйти лишний раз. Все наши трассы, они были пустые вечером. В ночное время вообще никого не было. Сегодня мы живем, и никаких опасений у нас нет. И вот эти вещи тоже надо понимать. Ведь вот некоторые заявляли, что вот неправомерные действия правоохранительных органов толкают эту молодежь, значит, взрываться, там, стрелять и так далее. Но сегодня неправомерных действий мы практически и не видим. Есть единичные случаи, но с этими единичными случаями опять-таки мы видим, что, значит, они фиксируются, и с этими случаями работают правоохранительные органы сами. И справедливость есть задержанные, и есть судебные процессы. Поэтому сейчас вот даже найти вот такое оправдание, что вот власть сама толкает эту молодежь к тому, чтобы она ушла в лес, даже этих оснований нет. Вот, и сегодня мы задаемся вопросом, почему вот это трудно переосмыслить, вот это действие, когда человек бросает свою семью, значит, идет, убивает других, делает этих детей сиротами, эту женщину вдовой, оставляет своих детей, оставляет свою жену. Они ведь должны были давать себе отчет, что они просто так домой уже не вернутся. И вот непонятен мотив, какая мотивация, да. Вот чего добивается этот человек или эти люди. Вот, какая их конечная цель? Их цель убивать больше людей, но
я сомневаюсь, хотя я не теолог, что это как-то хотя бы близко с исламом. Поэтому сегодня то, что и у нас в республике делается, и на федеральном уровне делается. Вот я сказал, Совет по правам человека. Вот у нас тесное взаимодействие с Федеральным советом по правам человека. И одно из важных направлений – это работа по пригородному району, работа с теми людьми, которые не могут вернуться в свои дома, работа с теми людьми, которые где-то в каких-то вопросах чувствуют себя дискриминированными на местах прежнего проживания, которые вернулись. Поэтому вот эта работа и в этом направлении у нас идет, и в этом направлении. Ну, я считаю, что все-таки мы все здравые люди, и мы должны объединиться и понять, что это такое, зачем это происходит и для чего это нужно. Нам это не нужно абсолютно. Вот кому это нужно? Вот. Хорошо. А если подойти к вопросу с другой стороны, вот опять же поговорим о молодежи, да? Для молодежи сейчас, ну, социальные лифты начинают работать, да? Есть возможность получать образование и в республике, и за ее пределами. Спорт, опять же, тоже как социальный лифт. А если по-другому немножко взглянуть, а чего не хватает молодежи, как вы думаете? Чего мы еще не дали, может быть? Безработица, понятно, это тоже общая тема. Но еще чего? Вы знаете, вот я не знаю, вот вы говорите, чего мы не дали молодежи. Да. Сегодня вот неужели все? Я относительно, значит, ну, среднего возраста человек, да, житель этой республики коренной. И я могу вам сказать, что буквально 20 лет назад вот тех возможностей, которые были сегодня, об этих возможностях 30 лет назад я не мог мечтать. Сегодня, когда у тебя, если ты хочешь заниматься какими-либо видами спорта, пожалуйста, вот тебе виды спорта. Если федерального уровня мероприятия тебе не нужны, пожалуйста, вот тебе чемпионат России по борьбе. Да, значит, если ты хочешь заниматься хоккеем, пожалуйста, вот тебе хоккейная площадка. Хочешь бизнесом? Хочешь заниматься бизнесом, вот тебе гранты по развитию сельского хозяйства и так далее. Машук, университет, какие корпуса у нас в университете и как работа проходит вот вроде бы все по образованию, по образовательному процессу. Поэтому вот, честно говоря, вот сходу не сказать, да? Вот, мне вспоминается, вот есть такое выражение, когда ты приходишь на очень сильно накрытый стол, ты уходишь с него голодный, потому что не знаешь, что можно попробовать. У нас вот есть такое выражение. Вот если не это, вот не могу ответить на ваш вопрос, чего не хватает молодежи.